Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажире». Здравствуйте. Здравствуйте. Я напомню, что мы в этой программе говорим о башкирских родах, в первую очередь, как о территориях, да, и о тех людях, которые на этих территориях живут, и о том, как они туда пришли, как они сами свою эту историю видели, ну и какой исторический контекст вокруг них был на протяжении веков. Сегодня мы поговорим о двух родах. О каких? Сегодня мы поговорим о двух близкородственных родах. Почему мы их решили в одной передаче объединить? Балахсы и Танып. Они живут на смежной территории. Это вся территория Аскинского района. Восток Аскинского района населяет род Балахсы. Запад Аскинского района, а также весь Балтачевский район, а также значительную часть Татышлинского района, в общем-то, населяет род Танып. Ну, даже... У меня очень скудные познания в тюркских языках, но даже я знаю, что такое балык, да, на тюркских языках. Это имеет отношение к названию рода Балыксы или нет? Вот знаете как, тут, в общем-то, такая большая великая тайна и загадка, в общем-то, тут ломали голову, в общем-то, многие поколения историков и так далее. Вот дело в том, что Балахсы, значит, напрямую переводится как рыбак, значит, современного башкирского языка. Подразделения вот с похожими названиями, Балахше или Балахче, есть в составе кыргызов, есть, значит, ряда алтайских народов. Когда-то было и у казахов, значит, такое подразделение. Опять же, непонятно, есть ли между ними какая-то генетическая связь, или это просто такая вот универсалия. Потому что, ну как же, рыбаки, они везде, мы рыбаки, так скажем. Да. Логично, что там так или иначе в составе какого-то народа всегда будет возникнуть какой-то род, там, носящий название там, рыбак и все. Вот это одно, так скажем, предположение. Да? Есть и другая, так скажем, версия, которую изложил в свое время, значит, наш выдающийся башкирский этнолог Раиль Гумерович Кузеев, что балахсы – это не от слова «рыба». Дело в том, что балык на тюркских языках не только рыба, а еще, значит, город. То есть, это как называется, когда по написанию одинаково, но с разными смыслами? Амонимы, да. Да. Кала, вот. Вроде бы, город, ну, там, например, по-казахски. Нет, Кала – это арабское слово. Это арабское слово. Ведь до того, как они, значит, стали мусульманами, значит, не было слова «хала» и, допустим, персидское слово «шахар», да? Шахар. Вот. А древнетюркское, значит, название города – это Балык. Вот. То есть, у нас есть как минимум две теории. Да. И, значит, даже вот смотрите, если мы обратимся к древнетюркским архон-енисейским памятникам, там четко написано, значит, Тогу-Балык, то есть город на реке Тога, или, допустим, Хан-Балык, ханский город, или Беш-Балык, Пятиградие, это вот как раз здесь сейчас Синьцзянь-Уйгурский автономный округ, там в Пятиграде находился Беш-Балык. Это уже Китай. Да, сейчас, да. Или Хан-Балык, значит, Хан-Балык, Пекин всегда, значит, уже в Средневековье носил название, значит, у тюркских и народов Хан-Балык, то есть ханский город Пекин. Вот. И так далее. И есть такая теория, что вот как раз балыкчинцы – это вот как раз жители там неких городов, вот, и присардаринских, возможно, где-то, значит, в Средней Азии, вот, потому что мы встречаем в тюркских, скажем, письменах балыкдакы, там что-то, то есть городские жители, да, то есть такое выражение. Но с другой стороны, у нас два варианта перевода: либо рыбаки, либо горожане. Да, либо горожане, да. Вот. И, в общем-то, вот эти две версии, две гипотезы, которые до сегодняшнего дня они не получили своего разрешения. Давайте попробуем понять хотя бы территорию, на которой жил род Балыксы. Были ли там какие-то реки рыбные, да, для того, чтобы мы могли как раз понять, связано это с рыбой или скорее нет? Но есть еще и третье предположение. Да, вот как раз вот в предыдущей передаче мы говорили о выдающемся представителе рода Ирякте Али Чукури и его сыне Гарифуле Киикову, которые оставили исторические, значит, стихотворные шажире своего рода оставили, написали, и, значит, несколько сочинений такого исторического характера, где излагается история рода. И вот по одной из генеалогий, вот, предком всех каратабынских и иректинских башкир был Майка Би. Вот и забыли в прошлой передаче сказать. Майка Би – это историческая личность. Он был тысячником, служил у Чингисхана. То есть предки иректинцев, табынцев, они на службе у Чингисхана. И когда Чингисхан умер, он передал вот этого Майка Би уже своему сыну Джучи. Когда Джучи умер, он уже в преклонном возрасте, Майка Би, служил уже у Батухана. И вот как раз генеалогия сохранилась, где вот от Майкоби идут, значит, вот эта линия идет, и потом разветвляется. И у одного из потомков Майкоби, значит, Карагазиз или там Карачабей, был один сын по имени Балахсы. Вот, по генеалогии. Есть и такая версия. Третья. Да, третья, да, что это и не рыбак,
И не горожанин, да. И не горожанин, а просто вот имя. Это, кстати, очень распространено было в то время давать вот такие там имена, там, рыбак там, или охотник там, своему сыну. То есть, там, поскольку люди были, в общем-то, еще в такой древнетюркской такой, значит, традиции находились. И вот, смотря по склонности, вот он, допустим, любил ловить рыбу, и вот раз... Ну, или хотели наделить... Да, или он мог иметь два имени, да, это, может быть, это его прозвище, и которое, да, в общем-то, закрепилось, и все. То есть, вот такие, значит, версии. Но генетически, опять же, когда были протестированы балыкчинцы, генетический ДНК-анализ показал, что они, в общем-то, генетически ничем не отличаются от соседних с ними, значит, таныпцев, ирактинцев, башкир. И, соответственно, ирактинцы происходят от башкир-табынцев Зауралья, и от башкир-табынцев Зауралья, и центральной Башкирии табынцев тоже, они ничем генетически не отличаются. То есть, это вот как раз это одна какая-то предковая линия, в которую входят все вот эти перечисленные. Ну, еще раз тогда, давайте вернемся к вопросу по поводу рек, чтобы понять, все-таки рыба имела какое-то непосредственное отношение или нет? Да, я думаю, что да, они вот как раз балыкчинцы, они вот проживают непосредственно, их вотчины примыкали к Уфимке, к реке Уфимке, восточные вотчины примыкали, прям туда выходили, река Уфимка, вот она всегда славилась рыбой, по их территории протекает река Тюй, тоже такая интересная река, начинается она где-то, по-моему, в Пермском крае, течет к ним река Сарс. То есть, я думаю, с рыбой там проблем у них там никогда не было. То есть, они занимались. Вот. Ну, балыкчинцы, они чем, так скажем, интересны? Они интересны тем, что вот они в таком лесном, таком полутаежном краю живут, и они вот, кстати, были активными участниками башкирских восстаний, и вот как раз вот знаменитая, так скажем, деревня Сиантус, где вот, в общем-то, стала символом, даже есть выражение «сиантусская трагедия», символом очень такого негуманного отношения, да, некоторых офицеров карательных войск, которые действовали, ну, в данном случае я имею в виду Алексея Ивановича Тевкелева, вот Мурзу Тевкелева, которого до крещения, которого звали Кутлу-Мухаммед Тевкелев. Вот как раз Сиантус является вот этим символом. Это балыкчинская деревня Сиантус, где вот у Рычкова написано, где была уничтожена целая деревня Сиантус, более 1000 человек, где вот они были загнаны Тевкелевым в амбар и были сожжены. 100 человек сожжено, и вообще, в целом в деревне более 1000 человек, значит, было убито. Как раз вот эта сиантусская трагедия, она разворачивалась на территории Балыкчинской волости, и вот там около деревни Султанбекова, вот сейчас стоит, в общем-то, в память об этих событиях, там монумент был сделан в 90-е годы. Балыкчинцы, это, в общем-то, всегда были такие духовитые товарищи, боевые и так далее. Ну вот, переходя к роду Танып. Танып, вот название Танып. Есть река Танып. Река Танып на территории Башкортостана, Быстрый Танып, есть и Гнилой Танып, две реки, в общем-то, с одним и тем же названием. Да, естественно, я думаю, что название этого рода происходит от вот этого гидронима, от реки Танып. Как я уже говорил, таныпцы, они генетически представляют тех же самых кластеров, табынский кластер. Это, я думаю, что эти те же самые табынцы, которые вот вслед за ирактинцами, наверное, где-то в веке 15-16, может быть, переселились из Зауралья вот на северо-запад современного Башкортостана. А можно попробовать перевести вот это название? Нет, никак реки. Оно не переводится. Никак. То есть, она называлась так, скорее всего, с самых каких-то древних времен, с каких-то, да? Возможно, это вообще какое-нибудь уграфинское название. То есть, мы не знаем, в общем, тут никак это не этимологию найти, в общем-то, практически сложно. Пытались, в общем-то. Причем, Танып, ведь этот гидроним не только на севере. Есть, значит, небольшая речушка на юге Башкирии Танып. Вот, допустим, или на территории Мелюзовского района. Вот современная деревня Арсланова есть, она в древности называлась, тоже деревня Танып. То есть, этот гидроним, вернее, топоним, он разбросан по всей Башкирии довольно-таки. Из этого как раз вот и следует тот вывод, что род не изначально так себя, в общем-то, именовал. Получил от названия. А по сути дела, те же самые табынцы, возможно, группа ирактинцев, которая туда переселилась. Сам вот род Танып, он внутри себя имеет еще внутреннее членение. Есть, собственно, таныпцы, есть у них две тюбы, так называемые, внутри. Кайпанова тюба, то есть а потом она даже выделилась в Кайпанскую волость, и Казанчинская тюба, деревня Казанчи, вот это на территории уже Аскенского района, Казанчинск. Но это не более чем, опять же, такие тюбы, скажем, отделения возникли названия возникли по антропонимам. Был такой человек, Кайпан, там, Янзигитов, по имени которого, вернее, Янзигит Кайпанов, по имени которого вот этого Кайпанова тюба образовалась, то есть группа там близкородственных семей.
Вот они как раз тоже на территории Татышлинского района живут. И Казанчинская, значит, тюрьма. Я думаю, что тоже был человек по имени Казанчи, который, в общем-то, тоже выделился в отдельную тюбу. Насколько нам понятен по этим двум родам, и по Балыксы, и по Таныпу, история вхождения в состав, история переговоров о вхождении в состав России? Вот, к сожалению, ничего вот мы об этом не знаем. Вот по документам, самый ранний документ, вот я же говорю, у нас вот датируется 1627 годом, да? Уже 17 век. Да, вот, допустим, значит, где, в общем-то, упомянуть. Может быть, они есть и более ранние документы, но пока вот мы в распоряжении то, что имеем, то имеем. Вот. И вот мы видим, что били челом государю и царю великому князю Михаилу Федоровичу, то есть отцу Алексея Михайловича, Михаилу Федоровичу, первому Романову, всея Руси, Таныпской волости, башкирцы, Акбердейка, Чичканов и Бекбайка, Ян Бахтин и так далее. Вот. То есть мы видим, что в начале 17 века уже Таныпская волость существовала. Присягает Михаилу Федоровичу. Да, не присягают, они здесь тут, знаете как, тут пытались отстоять свои вотчинные права от посягательств на свои вотчинные земли. То есть присяга была гораздо раньше. То есть, естественно, присяга была... Они пытаются защитить права свои, свои права, естественно. Потому что башкиры по любому поводу всегда обращались непосредственно к царю. У них вот такая была привилегия. Значит, и при смене любого перехода от одного царствования к другому всегда, значит, отправлялись башкирские посольства присягать русским царям, поскольку, еще раз повторюсь, их, скажем, подданство не было безусловным. То есть всегда, в общем-то, оговаривались условия с каждым, значит, конкретно царем, и всегда самое главное вот этот вопрос о защите их вотчинных прав. Поэтому мы ничего не знаем о времени вхождения присяги, к сожалению, не сохранилось, в отличие, там, скажем, от других башкирских родов. Давайте тогда поговорим о том, кто из этих родов был наиболее яркими представителями, кто вписал свое имя в историю Башкортостана? Ну, там, на самом деле, людей очень много, да, очень много. На поприще эстрады вот известный певец Салават Фатхетдинов, который из рода Ирякте, вот, а из рода Танып другая, так сказать, Пугачева Татарстана, так скажем, это Хания Фархи. Вот это таныпская, значит, башкирка. Здесь вот мы приводим в самом конце вот нашей книги, мы приводим данные по ее биографии, данные метрических записей, данные перепись 17 года, где вот мы восстановили ее родословную до конца 18 века. Вот. Я смотрю документы, вижу краем глаза, что конец 19 века, а написаны они арабской вязью. Да, это метрические записи Магометанского духовного собрания, то есть метрики. Все башкирские рода в это время писали арабской вязью? Или какие-то переходили? Нет, зачем? Все это мы перешли с арабицы, с арабской графики, это же только 20-е годы перешли, 20 века только произошел переход. Сначала на латиницу перевели, где-то лет 10 писали на латинице, потом где-то в 30-х, 40-х годах начали переводить уже на кириллицу. Вот, и вот эта Хания Фархи, вот как раз она самая настоящая, скажем, таныпская башкирка, из деревни Салаевка. Салаевка – это как раз это Кайпанская тюба, внутри, значит, Таныпской волости, Кайпанка. Потом вот бывший министр образования Альфиз Гаязов, он тоже, значит, башкир-таныпец из деревни Казанчи. Сейчас он президент Академии наук РБ. То есть там знаковых фигур, в общем-то, довольно много. Довольно много, поэтому тут всех мы в книгу, естественно, там невозможно включить. А из советского периода вот, знаменитый историк Абубакир Усманов, допустим, вот он из деревни Имяново Балтачевского района, он в свое время написал такие очень, скажем, знаковые, такие, ставшие, что ли, такой классикой башкирской исторической науки книги «Присоединение Башкирии к русскому государству». Была книга, написанная, кстати, там, в 50-х годах, как раз к 400-летию, там, когда праздновали. Вот. И вторая книга у него «Участие башкирского народа в Отечественной войне 12-го года». В общем, тоже классический сюжет. Классический, да. То есть, это вот эти две книги, которыми до сих пор наши все историки и так далее. То есть, ни одной работы нету, чтобы кто-то не ссылался в своих работах вот на эти книги. Вот мы сегодня, говорили о двух родах, Таныпы и Балыксы, в принципе, вопрос, который мы еще не затрагивали в наших программах, вот
рода, насколько они, скажем так, равны по численности друг с другом, или они отличаются друг от друга по численности вообще? Вот род – это от скольки до скольки, там, в тысячах человек, скажем так. Ну вот в одной из первых передач я уже говорил, что мы называем их родами просто по необходимости, поскольку нету адекватного термина, выражающего, скажем, вот это, какие-то вот такие эти общности. Да? И мы оговариваемся часто, что мы говорим в первую очередь о территории, а не о каких-то территории, вот родственных связях. Да, но с другой стороны, ведь и данные генетического анализа показывают, что многие роды, они, в общем-то, гомогенные. Вот, допустим, как вот ерактинцы, они вот практически гомогенные, то есть мало. Но есть рода, которые довольно-таки смешаны. Поэтому в современной, значит, этнологии уже часто используются не рода, поскольку это сразу нас отсылает к Моргану, к Энгельсу, значит, происхождение семьи, там, частной собственности там, и так далее, его работа, где род – это такой, так скажем… Переходный этап. Да. То есть переходный этап, значит, от семьи к племени, да, то есть это не то. Поэтому сейчас используется другой термин, как клан, да, то есть, может, даже имеет смысл их просто кланами называть. Вот. И вот этот Таныбский клан или там Балыкчинский клан или другие кланы, естественно, они по численности отличаются друг от друга. Очень значительно. Есть очень маленькие, есть очень большие. Есть кланы, которые сегодня, да, которые сегодня там состоят там, из одной-двух деревень даже. Есть даже такие, вот, которые, ну, в прошлом они были довольно-таки значительными. Но вот в силу, значит, каких-то вот обстоятельств, вот они фактически… Есть кланы, которые вообще, можно сказать, исчезли. Вот есть род башкирский Бегатин, очень известный в свое время был в средние века. Ни одна генеалогия не обходилась без упоминания этого рода. Но его сейчас нету, ни одного селения Бегатинского не осталось. Потому что на территории Челябинской области в 50-х годах произошла вот известная ядерная, значит, авария на предприятии «Маяк». Да. Произошло, значит, радиоактивное заражение вот этой местности, да. И пришлось все вот эти бекатинские деревни просто взять и расселить по другим населенным пунктам. И не осталось ни одной деревни. А так как мы, опять же, говорим, что род или клан связан с территорией, да? Обязательно, да. То есть мы можем говорить, что есть люди, которые, значит, помнят, что они бекатинцы. Вот, есть такие люди, которые не забыли. Но фактически можно констатировать, что вот такой единицы нету. Потому что Ну вот если говорить о тех родах, о которых мы сегодня говорили, насколько они многочисленны? Ну, вот здесь вот у нас в первых томах мы не вели подсчет, но в последующих томах мы уже давали численность. Но я думаю, вот таныбцы с балыкчинцами, наверное, я думаю, их… Ну, это крупные, средние или это, знаете, большие, это, я думаю, мелкие роды? Вот таныбцы – это средний такой род, такой средний. Балыкчинцы, в общем-то, помельче. Ну, я думаю, таныбцев, ну, не меньше, не менее, ну, думаю, там от 1015-20, наверное, я уже думаю, есть точно таныбцев. Ну что ж, я напомню, это была программа «История башкирских родов». У микрофона были Максим Курников и Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шежере». До свидания. До свидания.